Ребят, рассказывайте, какие результаты, что сделали, что с видеоконтентом, что с текстовым контентом, что с фотосессиями, что с интенсивами, что с новичками проходили. Ребят, давайте домашнее задание, отчеты. Отчеты о проделанной работе. Берите слово, начинайте, я тут пока готовлю таблицу. Не, у меня интенсив. Я вчера выставила пост «Первые 10 дней интенсива. Отчет». Угу. Вот. Но мне, к сожалению, за эти 10 дней люди, которые были на интенсиве, это партнеры. Каждый по своей причине слился, в общем. Сейчас еще один партнер новый подключился, я его сейчас, пока готовим его аккаунты. То есть до конца недели дала время, чтобы он подготовил аккаунты, и каждый день контроль идет. Что он подготовил, фотосессию у него завтра, и, в общем, посты делает. Вот. Так. У меня лично практически каждый день 2-3 человека есть на фокус-группе, но, к сожалению, 2 человека, которые пошли искать деньги, они тоже в итоге сказали нет. Передумали. Угу. Не уточняли, почему? Да, человек, который, одна из них сказала, что изначально была такая ситуация, что она через месяц хотела вообще прийти, я сама с ней работала, то есть переговоры были. Потом после фокус-группы она сказала, 30-го зайдет. Она позавчера писалась, что все-таки она уйдет на месяц. Не думает. Доработку. Да, доработки. Мы договорились о том, что будем на связи. И второй человек, он пока попросту, который тоже пошел искать деньги, попросту не выходит на связь. Это все. Пишем ролики. Ролик у меня сейчас, материал есть, сейчас я скажу, это как найти партнеров в сетевой маркетинг. Как найти партнеров в сетевом маркетинге. В воскресенье будет готов. Вот. Плюс сейчас контент на июнь месяц полностью прописываю, имеется в виду тематику, и на недельку готовлю контент. Сейчас не понял. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, все правильно. Следующий. Давайте я немножечко, да. У меня 6 человек, 6 партнеров на моем интенсиве. 1 человек, по обстоятельствам, скажем так, раз через раз на наших встречах. Вот у меня встречи проходят вторник, четверг, суббота. Встречи с моими партнерами, да, так вот понедельник, среда, пятница я здесь на интенсиве. Вторник, четверг, суббота я работаю с ними. Что мы делаем? Мы, опять же, упаковываем страницу и налаживаем, скажем, были партнеры, которые не имели у себя ротаторы, даже топ-лидерс. То есть было даже так, да, то есть мы налаживаем поток людей через ротаторы, то есть как бы вот этот момент, да, то есть фотоконтент. Завтра, да, будет суббота, буду проверять уже, то есть они уже включают свои продающие посты на свой интенсив, то есть мы вот этот момент прорабатываем, то есть закрепление, этот пост и на автопостинг, вот эти вот вещи. То есть вы уже включили в приглашение на брифинг? Нет еще. То есть мы еще, пока вот эти вот вещи, у нас упаковка. В субботу у нас будет ролевые игры в плане возражений и продажи спонсора. Это будет у нас в субботу, а уже потом, то есть я их уже познакомила с таблицей, то есть, визуально пока, да, то есть сейчас мы проиграем вот эти вещи по возражениям и по продаже спонсора и переходим уже непосредственно к практике. То есть, смотрите, со следующей недели я вам всем объявляю, каждому из вас надо включать новичков в то, чтобы они уже приглашали вам на брифинг. Да, вот мы как раз к этому готовимся. На следующий месяц, да, и в следующем месяце каждый из вас уже начинает проводить брифинги.
да, ну, вот, через пару дней. То есть у вас есть выходные, подготовиться. Сейчас мы с вами вместе согласуем, распишем график. Я буду присутствовать на каждом вашем брифинге. Ну, для того, чтобы смотреть со стороны, делать какие-то рецензии, заметки для себя, да, чтобы потом разбирать, что было так, что было не так, что улучшить и так далее. Потому что моя задача, ну, я думаю, не надо объяснять, насколько хорошо работают брифинги. Да, ребят? Михаил, а вот, допустим, ну вот, например, мы подхватываем здесь, на нашем интенсиве брифинги, спикеры, да, а вот те, которые у нас на интенсиве люди, они своих людей куда? Отдельное расписание? К вам. То есть сюда же, да, по сути? То есть Даже мы же общую как бы статистику объединяем. собираем сейчас, конечно. Ага, то есть мы все это Сейчас, дело объединяем. да, наша же задача масштабировать. Мы сейчас просто, там, не знаю, 10 спикеров включатся в работу, статистики там будут километровые. Согласны? Да. Проводим 11-ю там встречу и показываем, друг, смотри, 100 человек сейчас вот через неделю, в течение недели будут заходить в бизнес. Угу. 100 человек – это практически закрытый цикл. Ты идешь в бизнес? Угу. Ну, то Понятно. есть там уже Проблемы... это инструмент работы с возражениями сразу мы создаем. Угу. Проблемы вот с моими, вот у меня лично, дело в том, что у меня люди на разных уровнях вообще, то есть есть те, которые пошли на интенсив, готовы работать плотно, да, то есть мы изначально выстраивали договоренности, но одна у меня девушка, ну как девушка, прекрасного возраста девушка, да, вот, но она вообще полный чайник технически, да, хотя Не не надо тогда заморачивать ее технически. Я сегодня утром показывал, у кого какие задачи. То есть если человек чайник встречи и написать 3 сообщения голосом, он точно сможет. Да? Ну, а если нет, а если у нее, допустим, пустая страница, у нее нет ни статуса, у Ничего нее страшного, пусть начинает делать касание, она будет вкуснее для потенциального, она будет являться потенциальным клиентом для человека, к которому обращается. Это будет ловля на живца. Угу. То есть он зайдет к ней на страницу, видит пустой профиль, о, мой кандидат, да, давай поговорим. Не, ну, допустим, человек говорит о профессиональном обучении, а у самого, извините, картинка не сходится, тогда к чему вся эта упаковка и все прочее? Вы же будете упаковывать. Вам же надо сделать, у вас есть же уже упакованные страницы, у вас же уже есть кейсы и результаты. Наша задача, чтобы потенциальный клиент увидел это все. И нам же не принципиально, чтобы... Вот таким чайником можно транслировать, что я вот только зашел, то есть я вот только начинаю упаковывать. Да, я только начинаю, да. Угу. Об этом же и сказано в виртуальном наставнике, что если нет результата, все, я только начинаю, но вот мой партнер Наталья. Понятно. По моим приглашенным, по моим, которые у меня были 4 на фокус-группах, меня слышно, да? Да. Как-то все зависло. Значит, вчера у меня выпал день, ну тут по школьным, по выпускным делам бегали мы. Сегодня я буду с ними связываться, вот, по крайней мере, с 2, которые... с 3 тогда получается, да. Одна мне сказала, через 2 недели я захожу, у меня будет зарплата, то есть я сейчас вообще даже перехватить не могу ни у кого, то есть, ну, люди, конечно, живут очень тяжело, вот те, которые попадаются, да. Она говорит, я даже до зарплаты не могу перехватить ни у кого, то есть я, говорит, уже пробовала, но мы с ней давно общаемся, в принципе, Ирина вот у меня была, она с прошлого бизнеса, ну, как бы мы знакомы, да. Вот. А 2 девушки, которые, ну, они на виртуальном наставника, то есть они со своим бизнесом, они чисто на минимальный пакет, и получается просто такая ситуация, что даже как бы лидеры, да, вот они позиционируют себя лидерами, но в итоге получается так, что они без денег все. Ну, получается так, то есть судя по реакции, да, когда человек в принципе видит, я куда-то пропала, что ли, да? Не, все слышно. Слышно, да, видео у меня, по-моему, пропало. Вот, человек, ну, позиционирует себя как лидер, но судя по общению, по их реакции, получается, что там даже там проблемы с деньгами, со стартом, даже на $100. Вот, это то, что я для себя выяснила. Сегодня я буду их дорабатывать, дожимать, да, в плане, регистрации, потому что одна уже начала давать ссылочки своим, у меня уже были люди на трансляции от нее, на виртуальный наставник, то есть среда-пятница, да, я веду по виртуальному на Ютубе.
встречи. То есть уже как бы она начала давать в команду эту информацию, да, знакомить своих людей. Вот сегодня буду с ней дорабатывать. Еще один момент, пока я вот взяла слово, да, хотела бы попросить. Ребят, когда мы скидываем свои посты в чат интенсива, их надо качать. То есть, ну, действительно, зашли, значит, к вам, да, качнули, и, ну, вы заходите к человеку, тоже качаете. Давайте мы будем это делать взаимообразным образом, потому что обратка от единиц. Я не могу сказать, что я прям никого не пропустила. Я тоже человек, я могу кого-то вот просто элементарно пропустить. Но я стараюсь все посты, которые проходят по интенсиву, заходить на всех. И на YouTube, если он скидывается, и на все остальные. Просто для себя, я не буду сейчас никого называть, да, просто для себя сделайте, пожалуйста, заметки. Если к вам заходит, надо делать обратку. Ну, в принципе, то, что я хотела сказать. Спасибо. Да. Ребята, отчеты. Да? Михаил, для чистоты информации я просто хочу добавить, что в воскресенье у меня будет 3-й ролик. Первый я уже сделала о себе, второй у меня промо про интенсив, и вот 3-я про уже сам непосредственно сетевой. Ребят, кто еще не сделал ролик о себе? Я вот о себе сделала ролик, но я купила просмотры 1000, а мне YouTube их взял и списал. Вот я сейчас не знаю, есть ли смысл мне еще покупать просмотры. Нет, уже нет смысла. Есть смысл покупать их только на старте, но вместе с тем, что мы покупаем просмотры, мы сразу начинаем двигать по группам, по рекламным чатам, по клиентской базе. Ребята, новый ролик для вас, поддержите лайками, там, отвечу взаимностью. И в личку пошли, даже тем девочкам, и отправили, да, то есть или те, кто отказал пока. Михаил, да? еще можно один вопрос в моментик уточнить? Я, может быть, вообще не соображаю в этом, но этот вопрос уже был, в принципе, я никак не могу въехать. Подписная база – это все, с кем мы делали касание, но они даже не откликнулись. Например, да, мы касаемся с людьми либо голосовым, либо текстовым, но не было никакой обратки. Это тоже наша подписная база? Да, вы можете давать им следующую информацию. Потому что, допустим, сейчас вы его не зацепили, завтра вы ему что-то дали, вы его зацепили. Это можно делать через CRM, я так понимаю, Social CRM есть плагин. Легко, да через что угодно. Через Sendler это там можно ВКонтакте просто группировать, да, вот в группу заносить, кто единичка, кто двоечка, да, по-моему, это тоже можно ВКонтакте. Да, где-то там можно делать пометки, выделять там как в избранном. Там напротив списка друзей просто, слышишь, напротив списка друзей берешь, выбираешь, и там все просто. Но все равно их выносить на отдельный документ этих людей. Я правильно понимаю? Чтобы они были у вас под руками, лучше выносить на отдельный, потому что, ну, мало ли что, там где-то не туда залезли, не там стерли, кто-то удалился из друзей, да, а они у вас здесь, вы его, даже если он не в друзьях, вы же его можете найти по поиску ВКонтакте, понимаете? Ну, человек отписался от вас, например, правильно? Ну, не знаю, там, авточистка, или у вас страница была забанена, он автоматически всех собачек чистит, да, завтра вас разбанили, а он, ну, не хотел, но удалил вас, да, то есть автоматом. То есть всех подписной лист. Ну, понятно. Конечно, да, то есть вообще подписной лист – это то, что у вас вот точно на контроле есть, да, потому что я к этим людям возвращаюсь там через месяц, через полгода, к некоторым, да, вот особо, кто мне интересен, да, я могу через год к ним вернуться и привет, как у тебя там дела, потому что через год... Что, прям каждого выдергивать из подписного листа? Нет, но я смотрю, кто мне интересен в первую очередь. То есть мне интересны, ну, условно, генералы, да. Понятное дело, что там лейтенантов рядовых я не трогаю, они в общей массе через трафик, через видеомаркетинг и прочие моменты я их прорабатываю. А вот те прям, кто интересны, допустим, тренера, вот он там тренер в какой-то компании, мне интересен такой человек, да. Он там лидер, свою систему качает там для своей команды. Мне интересен такой человек. То есть, ну, их мало. Их там 5, 10, 20 человек там находится, да, на кучу. И этими я тоже общаюсь. Вот есть там Александр Красуцкий, там Николай Лобанов, да. Ну, то есть есть конкретные фигуры, прямо вот тоже с тысячными структурами, с опытом работать, с опытом преподавать. А я с ними поддерживаю со всеми там, да. Тот же Александр Перевезенцев, потому что он был партнером Дрима когда-то, давно, да, ну, как он зашел, подписал там 5-8 человек и все, говорит, я пошел заниматься своими делами, да, то есть так или иначе мы этих людей все равно получаем, понимаете,
Сейчас, может, новый продукт у меня выйдет, и я им опять всем покажу в первую очередь, потому что они лидеры, и им это прям вот будет очень интересно, да. Там, запустим инвестиции, я им опять покажу. Да, тот же этот Алексей, господи, как его, сейчас я тебе скайп открою, блин, забыл уже давно с ним не общался, где он там, в Канаде живет, в Колорадо, нет, где он? Александр Бек? Фомин, господи, все, вспомнил, можно искать, да. Алексей Фомин, то есть мы с ним работали в одной компании, потом он, ну, я у него был как личником, да, в другой компании он у меня был личником, да, и все равно мы сейчас продолжаем, как, ну, как, держу этот контакт, да, да, штат Флорида, вот где он сейчас живет. Тут же Петр Щитков, он сейчас уехал, это наш партнер, моя первая линия, да, он сейчас он эмигрировал и говорит: Миш, ну, блин, сейчас надо кучу там вопросов решать, я вообще ничем не занимаюсь, сейчас, ну, надо обживаться, там все-таки переехал в Америку, да, и надо как-то это говорить. Ну, я как бы, ты молодец, я вижу, ты двигаешься, то есть я вижу, что вы там, что новенького у вас, как бы я в курсе, то есть как бы, ну, если у меня появится возможность, я включаюсь, да, то есть по-любому. Вот, поэтому я в любом случае все вот эти контакты я держу, ну и как бы поддерживаю отношения, потому что есть лидеры, которые работали с нами, тот же Шерман, да, ушли, изи-бизи, да, они открыли компанию. А мы все равно с Шерманом, вот я когда месяца 2 назад с ним общался, ну, то есть по ситуации на крипторынке, да, то есть у нас там свои сферы пересечения, но тем не менее я поддерживаю эти контакты, я могу точно сказать, они с России ушли вообще. Их основной рынок сейчас это Германия, потому что, ну, все, в России у них рейтинг ниже, ну, все, не идут люди с России, давайте проще скажу, да. Изи-бизи, ну, начинали как наш клон, да, у них сейчас там свой вектор развития, но сам факт тот, что они ушли с российского рынка, и опять, получается, на российском рынке, в той нише, в которой мы работаем, мы единственные. То есть, ну, это, ну, из крупных, да, то есть, понятно, есть мелкие онлайн-школы, там, от мелких там коучей, но это все не то, это все ерунда, не тот масштаб, да. Поэтому как понять ушли? Что люди не могут включать, что ли, в России партнеров? Ну, не проявляет интереса к этому направлению в России. То есть, если у нас по России рейтинг, там, не знаю, 80 тысяч, у них по России рейтинг там минус 150. То есть, ну, вообще очень там низкий, да. Зато у нас там, у них в Германии рейтинг вот те же 80 тысяч, например. Ну, мировой глобальный по Алексе. Вот. То есть о чем это говорит, что российский контингент тем предложением, что делает изи-бизи, сегодня не интересуется. Они сейчас дали нажим на криптоноид, не знаю, доделали, не доделали, но там, если честно, очень проблемно доделать, потому что у нас была тоже идея создать какой-то торговый бот, но нельзя полагаться на бота, потому что если он сливает бюджет, то по факту мы, ну, как бы подводим людей, да, то человек, представьте, зарабатывал, пошел, все слил. Вряд ли начнут рекомендовать такую компанию. Ну, вот, наверное, одна из причин, почему у них пошел отток с российского рынка. Потому что у них еще был как бы сырой продукт, они о нем заявили, и, естественно, люди там покупали, ничего не работает, и российский рынок, скажем так, они потеряли, да. Сейчас, может, не знаю, наладили, не наладили, ну, как бы я не уточнял эти моменты. Вот, но основное, на чем они сегодня работают, уже даже не онлайн-обучение, а вот именно продажа этого торгового бота, да, криптоноида. Ну, русский people не хавает, давайте проще скажу, да, русские не ведутся. Немцы, да, нормально там у них идет движуха, а в России они ушли, по сути, с рынка, да. Вот. Нет, ну, как бы сайт есть, компания есть, но лидеров, которые бы качали это по России, ну, собственно, нет, да. Поэтому можно российский рынок забирать в нашей нише, мы единственные, да. Сейчас вот я очень тороплюсь доделать продукты, мне надо просто полностью в это погрузиться сейчас, то есть для чего я и начал проводить интенсив, ну, чтобы правильно вас запустить и пойти заниматься блокчейном, серия писем, у меня уже тексты готовы, мне снять тупо некогда. У меня утром планерка, потом интенсив, в 3 часа брифинг, в 7 часов брифинг, еще надо что-то выбежать там в магазин, детей куда-то там, хоть поиграть, сводить. Ну все, мне тупо некогда заниматься бизнесом. Да? Ну, то есть я занимаюсь интенсивом, и мне некогда заниматься остальными задачами. А нам надо сейчас презентацию готовить на блокчейн, преланч готовить, ролики, слайды. Ну, ребят, там тонны информации. Мне надо запаковать серию видеописем,
уже начали разрабатывать боты, меня уже разработчики просят, дай нам хоть 2-3 письма, ну, чтобы мы тестили, а мне им дать даже нечего. То есть бот, который будет в личку, в ВК, вот то, о чем я говорил, да, то есть человек подписывается в компанию, обязательно будет заполнение профиля в ВК, и он начинает получать на e-mail, и в личку, вот это очень круто, то есть человек идет, гуляет с телефоном, ему раз, в ВК пришло сообщение от нашей официальной группы Dream Tours с первым видеороликом, там, приветствуем, да. Ну, вот эту серию надо, короче, делать. Когда делать, я не знаю, когда делать. Но вот планирую начать с следующей недели, потому что мне все-таки надо и ну, на ваших встречах присутствовать, да, чтобы вот это дело шлифовать, контролить, да, потому что вы сейчас начнете проводить брифинги. И в то же время на своей работы, которую за меня вот точно никто не выполнит, да, то есть просто уже накопилось столько, что надо уйти от всех дел, ну, от планерок уйти надо, то есть кого-то ставить на планерке, от брифингов уйти, да, и полностью погрузиться, потому что, ну, то, что я делаю там, то, что ждет меня сделать, это будет полезно всем. То, что я сделаю здесь, это полезно вот этой группе людей, понимаете, да? Поэтому более приоритетно делать глобальную систему, когда просто новичок вешает ссылку, человек регистрируется на лендинг, попадает на личную рассылку добровольно, и я его, скажем так, утюжу в серии писем. Это будет работать намного круче. Тем более уже, не знаю, сейчас вот тоже вот просто тупо некогда пойти. Уже 3-й день лежит готовая финальная версия рекрутера, мы ее еще даже не запускали. Некогда. Некогда. Тоже уже, все, уже, ну, по идее, уже готов. Сейчас надо его просто идти и тестить. Потому что все ошибки, все поправили, все там нюансы, оптимизацию, безопасность, ключи, генерацию, потому что мы же его отдавать людям, ну, чтобы не своровали, да, вот, чтобы могли пользоваться, но не могли его там копировать и так далее, да, взломать не могли. Вот, и тоже надо просто пойти проверить, потому что он может быть уже и готов, а раз готов, уже можно раздать людям некогда, ну, все, мне суток не хватает, да, а поэтому моя сейчас задача, самая первая, это запустить вас на брифинге, вот это моя задача номер 1, и все, и дальше я ухожу, как говорится, на задний план, начинаю работать над глобальными вопросами, то есть и воронки, полноценный рекрутер, и блокчейн, потому что еще токен, там тоже много вопросов надо сидеть обсуждать, у меня нет времени обсуждать, а разработчики не работают. Почему? Ну, они не знают, чего я хочу. Ну, нет информации, нет техзадания. А чтобы было техзадание, нам надо, там, не знаю, мозговой штурм устраивать, сидеть там, не знаю, по 3-5 часов, обсуждать все нюансы, моменты, а как так, а как вот в этой ситуации как будет. Ну, то есть там работа требует полной погруженности, да, причем это такая работа, что если тебя дергают, ну, ты не в струе, знаете, когда ты сфокусирован и уже там какие-то идеи рожаешь, а когда ты сфокусирован, тебя тут, на брифинг, блин, какой брифинг, ой, на трешку, какая трешка, да, ну все, тебя дергают тупо, ты не можешь сосредоточиться, не можешь. Ну, это неэффективно, это потерянное время. Поэтому, ну, все, я дал. Ребята не делают, потому что ждут меня. Давайте проще скажу. Все, у нас уже есть блокчейн, будем делать блокчейн на платформе эфира. А есть там еще одна новая крутая технология, о ней я расскажу тоже потом, когда мы все-таки дойдем до того, что начнем ее делать. То есть хранение данных, открытый, все, открытый блокчейн, все транзакции, все будет в свободном доступе в интернете. То есть все, у нас будут смарт-контракты у нас будут. Ну, ребята, это очень круто, потому что это безопасность и доверие клиентов, да. Ну и когда есть децентрализованная система, где условно, ну, представьте инвестиции, где нет админов. Все, просто нет админов, ну, нет человека, который решает, платить или не платить. Все это автоматизировано, все это на блокчейне, все это прозрачно, видно от кого, куда, в каком объеме, когда. Ну, все. Ребят, мы получаем просто шикарный инвестиционный инструмент на токене нашем, да. Сейчас, кстати, вот нам предложили его все-таки подумать. С названием токена очень хорошо. Даже предложили его, скажем так, делать нейтральным, не связанным с Dream. Ну, маркетологи сказали, так будет лучше. То есть Dream – это Dream,
А токен от токен, ну, допустим, те, кто слышал про Dream, им, может быть, не понравится токен, потому что это Dream условно, да. А если это токен, это что-то другое, да, там что-то там другая вообще новая компания, которой никогда не было, да, вот это уже может быть интересно, ну, то есть если там не связано, например, с Dream. Ну, ладно, это все там нюансы, это там столько еще, говорю, надо это все прорабатывать, и на это надо время. Потому что я хочу все-таки за июнь месяц закрыть вопрос с блокчейном, закрыть вопрос с рекрутером и закрыть вопрос с воронкой автопродаж. Да, серия писем, бот, который будет отправлять в личку в ВК. Да, человек подписался с телефона, тут же ему приходит сообщение. Завтра приходит второе, послезавтра третье, и так, ну, там, система доработки. Да? Вот это сейчас, наверное, более глобальные вопросы, которые дадут, ну, быстрые деньги. Вот. Ну, брифинг и фокус-группы тоже дают быстрые деньги, но не настолько глобально, потому что мало спикеров пока, да, чтобы это было глобально. Ваша задача каждого вашего интенсивщика в итоге сделать спикером, который запускает для себя, для своей структуры, под собой, да, брифинги и учит внутри своей команды новых спикеров на интенсиве, которые для себя под собой запускает опять брифинги. Все, вот ваша ключевая задача. То есть у нас есть лето, у нас есть пустой рынок, и у нас есть осень, когда все вернутся. И у вас есть 3 месяца подготовить себе, ну, не знаю, 100 спикеров, да, чтобы осенью просто косить урожай просто вот так на автомате, да. К этому времени у нас и рекрутер, к этому времени у нас и блокчейн, и, дай бог, еще и ассистент к этому времени у нас подоспеет, да. Ну, касательно, еще раз говорю, рекрутера блокчейна, я планирую закрыть это за июнь. За июнь. То есть все, мне надо сейчас просто отключиться и полностью в работу туда погрузиться, да. Окей, вот такие вот задачи у меня, вот такие задачи у вас. И, собственно, давайте тогда, у вас есть 3 дня, ну, точнее, сегодня, завтра и послезавтра, да, у вас есть 3 дня на то, чтобы, ну, подготовиться к вашим брифингам, да. Смотрите, что надо делать. Основная идея и основной, скажем, быстро растущий, быстро дающий результаты механизм – это все-таки экспресс включения новичка на брифинг. Да? Что для этого надо? Для этого надо просто пойти, ну, это элементы включения в работу, да, то есть система быстрого старта. Надо вместе с ним сразу в первую очередь показать, кто его люди. Что это предприниматели, что это сетевики, как анализировать страницы чужие, да, что давай начнем с теплого рынка, потому что это люди такие же, как ты, это люди такие же, с такими же потребностями, как у тебя, то есть твои друзья, знакомые, они тоже хотят, да. Причем прокидывайте главную ключевую идею. Мы их зовем, чтобы помочь им сделать 3. Для чего мы делаем им 3? Чтобы они точно окупились. Значит, мы их зовем, чтобы они не потеряли, а зарабатывали. Ты это увидел? Понимаете? Чтобы у человека не было страха работать по теплому рынку. Мы их для чего зовем? Для того, чтобы провести с ним встречи и закрыть результат. Почему тебе это выгодно? Потому что для тебя это 2 линия. Почему мне это выгодно? Потому что для меня это 3 линия. То есть ты увидел, что это выгодно и мне, и тебе, и еще моему спонсору даже выгодно. Ну, значит, мы зовем человека, и мы 3 заинтересованы как минимум, чтобы он стрельнул. Окей, то есть мы зовем его, чтобы помочь. Ну, это я сразу отработка возражений до их появления, почему я не буду звать теплый рынок. Да? Все, это понял. Давай, открывай лист, открывай там телефон, записные книжки, скайпы, соцсети, все открывай. Пишем прямо при мне сейчас. Почему? Потому что там в 3 часа, ну, в 3, в 7, в 5, в 2 график, да, потому что сегодня у нас будет 2 брифинга, и наша с тобой задача за следующий, ну, на каждый брифинг приглашать минимум 5 человек. Вот это наша с тобой задача. Для чего? Потому что 2 брифинга по 5 человек, это 3 дня, ну, 30 человек. Все очень просто. То есть 25 человек за 3 дня мы с тобой отработаем. А что будет, если мы отработаем 25 человек, ты сам прекрасно знаешь. То есть у тебя будет 3, 5, 8 личников. Да? То есть у тебя будет и окупаемость, и уже чек, там, не знаю, $1000.
Ну, 5 личников это сколько? $1100. Ну, чистыми, я имею в виду, сразу на руки, кроме накопительных. Круто, круто. Все, понеслось. И больше вы уже не объясняете, дальше вы уже просто делаете. Делайте, 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 потому что лучше, чем практики, ну, результатов нет. Ну, все. Самое лучшее обучение. Пошли и сделали, пошли и сделали, пошли и сделали. Тем более вы это делали уже 100 раз. Для вас это холодный рынок. Вы также делаете, и каждый новый, кто приходит, для вас это также холодный рынок. Их теплый рынок, для вас это опять же холодный рынок. Поэтому вы просто тупо отрабатываете статистику на больших цифрах. Дальше. Тут же отрабатываете, объясняете и вообще даете прям готовые тексты, как продавать наставника. Что, допустим, он на брифинг там не привел, и, допустим, есть человек у него на 3. А почему нет? Вам какая разница? Ваша задача все равно, чтобы человек приходил, да? Смотрите, объясняйте очень плохо, вот особенно последние 2 встречи, ребят, вообще никак меня продают, вообще жестко. Мне пришлось бодаться там, прям это чувствовалось, да, что такое какое-то холодное отношение, такое отсутствие интереса, там кто-то выходил, заходил, да, о чем-то говорит, неправильно пригласили, неправильно позиционировали, неправильно продали. Вспомните, да, встречу там, ну, тоже позавчера, например, да, все на ура, все там, ну, условно, там, с высунутыми языками, с горящими глазами, вот так все сидели, да, правильно пригласили, правильно предложили, правильно продали спикера, спикер правильно выступил, да, то есть если спикер правильно выступает, но люди делают неправильные шаги, да, то в целом система все равно начинает хромать, о чем мы и говорили, почему надо, ну, скажем так, отсеивать людей, которые подводят остальных на интенсиве. Почему надо их отсеять? Не потому, что мы такие плохие, а потому что, ну, все, человек вам портит всю движуху, да, вы там все классно сделали, классно этот, извиняюсь за выражение, пришел, человек сделал неправильно, обосрал все, что делали вы. Зачем такая работа? Давай иди еще больше подготовься, иди там, не знаю, во 2-ю линию, в 3-ю линию, да, ну, не порт то, что мы создаем. Это очень важно. То же самое статистики. Ребят, сразу наводим порядок в таблицах, потому что на каждой новой встрече мы показываем таблицу. На каждой новой встрече. И там должны быть достоверные данные. Провели интенсив, провели брифинг. Тут же идем, работаем с таблицей. Тут же. Были в 3 часа, вы знаете, что в 7 часов у вас новая встреча. Будут ваши люди, не будут. Результаты предыдущей встречи вы должны уже внести коррекцию до 7 вечера, ну, до следующего брифинга. 2 секунды по поводу таблицы. Допустим, у меня 2 партнера, которые на интенсиве, Виктория и Светлана. У них реально были люди на то время, когда вы проводили, да? Я написала Янишпольская, дробь Стеборовская, Янишпольская, дробь Ильина. Так можно? Да, да, почему нет? Благодарю, да. Почему нет? Наш интерес вообще создавать постоянно растущий поток кандидатов на брифинг. За счет чего? За счет включения новых партнеров. То есть, смотрите, вот мы начинали брифинги условно, да, вот я вел, вы приглашали, сейчас вот завтра будет вести Ольга, да, мы приглашаем, плюс есть новые люди, которые, есть, как это, 1-я линия интенсива, и 1-я линия интенсива должна приглашать вам на встречу. То есть и мы приглашаем, и они приглашают, и идет заполнение. Новички пришли, быстро объяснили, кто теплый, холодный, пошли сделали списки, пригласили первых 5, 10, 20, понял, вот 25 по-любому, все, и чем быстрее, тем лучше. Человек где-то там тормозит, троит, алло, что там, где, у тебя 2 дня осталось, 25 встреч, go. Сутки проходят, он там 3 встречи, алло, смотри, у тебя еще там 24, ну, неважно, там еще 15 встреч, у тебя сутки, давай. Вот этот ритм надо поддерживать. У меня не получается, бегом сюда, на интенсив сразу, так, что не получается? Давай, пошли, сделали вместе с ним 5-10 раз. Получилось? Аллилуйя. Go, у тебя еще сутки, 15 встреч. Все, вот это просто держите на контроле. Так, давайте перезаходим.
Да, может, на скайпе останемся, как-то более понятно. Ну, мы же как решили, да, что давайте попробуем так. Я вам скажу, встречи в скайпе более продуктивные. Zoom, если ты не укладываешься, уже некоторые не перезаходят, и ты теряешь возможность завершать сделку индивидуально с каждым, а основная задача фокус-группы, спикера, это не рассказать про бизнес. Основная задача, чтобы спикер имел возможность с каждым поговорить в конце, чтобы он не разговаривал с человеком, который с пустой головой. Ну, спикер готовит структуру брифинга. То есть он рассказал брифинг, голова у них наполнилась, а вот теперь идем с тобой общаться. Как вы видите, ну, все, когда все понятно, вы все классно объяснили, все, нет. Возражений даже тупо нет, если нормально спикер все рассказал. И получается, самая главная задача, это наша все-таки, ну, условно, трешка. Ну, понятно, что она групповая, но тем не менее задача брифинга провести диалог с каждым и закрыть сделку с каждым. Вот для чего мы вообще весь этот путь делали. Вот для чего мы там искали целевых, делали касания, приглашали на встречу, нас продавали, мы выступили. Все это для того, чтобы вот здесь вишенку на тортик повесить. А получается, что вот по вот этой причине технической, да, что они не перезаходят, мы вот их до сюда довели, ну, это, знаете, как, я не знаю, там, заниматься любовью, да, до конца не дошел. Ну, смысл, ну, как бы, ладно, потратил время, там, потратил силу, ну, неэффективно, да, неэффективно. Поэтому в этом отношении Zoom мне нравится, ну, намного меньше, и я бы все-таки вам рекомендовал делать это все в скайпе. Я бы все, ну, смотрите, видите, как, казалось бы, да, ирония судьбы. 2 года прошло, технология не поменялась, как работает, так и работает. Что 2 года назад это работало, что сегодня это работает, что через 2 года это также будет работать, да? Ну, потому что никогда не закончатся люди, которым первое нужны деньги, и которым нужны результаты, потому что очень много людей результатов не имеет. Все, вот отсюда можно строить бесконечно, помогая другим людям делать результат. Об этом наши трешки, об этом наша система, об этом наши брифинги, об этом мы получаем договоренности, что твоя работа. Вот это моя работа на интенсиве, вместе с тобой пойти это сделать. Все очень просто, да? Примеров проведенных брифингов, я думаю, выше крыши. Это как учебное пособие, прям вот живые примеры, да, ну, вы видели, да, то есть, конечно, хотелось бы, чтобы были еще варианты с отработкой возражений, но если правильно изложена информация, возражений в принципе не возникает. Да, то есть если у вас возникает возражение, это говорит, ну, нехватка информации, помню, да, то значит, что-то не до рассказали, где-то не докрутили винтики, человек не допонял, не знаю, неправильно сформулировали идею. Ну, это уже лишь вопрос тогда к личностному росту, да, то есть что вернуться к анализу, то есть взять все встречи пишем, обязательно все встречи пишем, что если вдруг на какой-то встрече вы, не дай бог, начинаете получать просто шквал возражений, это первый сигнальчик пересмотреть, а что вы им рассказывали. Это первый сигнал. Тут здесь нет у вас проблемы, здесь проблема в том, что не ту информацию дали. Возвращаемся со стороны, может где-то там, не знаю, запутался, растерялся. Ничего страшного нет в этом. Почему? Потому что завтра, через час новый брифинг. Завтра новый, а послезавтра новый. Какая нафиг разница? Я когда начинал брифинги, я не знаю, ну я много сливал людей. Ну, а с другой стороны, а как бы я научился? Я просто делал больше брифингов. Я их делал по 5 раз в день. Все очень просто. То есть я понимал, что у меня недостаточно опыта, но если я буду делать больше, то все равно у меня будет лучше. Все очень просто, да? Что не получается, просто тупо делай больше. Михаил, можно я скажу? Да. По поводу домашнего задания, фото, видео, контент, это без проблем, я все делаю. Интенсив я веду с понедельника по пятницу для своих людей, у меня там 4 человека. 2 лично моих, и 2 это вот Ирина Миленова и Данис. Данис сказал, что это вот именно ваш, ну, ваш человек, ну, без разницы. Пусть людей начинают вам вести.
Да, и с понедельника я начинаю запускать свой брифинг. Сегодня у нас генеральная репетиция по отработке. Мы на интенсиве прорабатываем технику касания, как правильно продавать именно события, не бизнес, а именно события, чтобы люди шли именно на систему, на брифинг и так далее. Отрабатываем продажу наставника, отрабатываем продажу именно спикера именно на брифинг. Сегодня у нас генеральная репетиция, и с понедельника я уже запускаю для своих людей вот эти брифинги. Каждый день. Ну, да, ребят, смотрите, нам надо вообще что сейчас сделать, единственное, самое главное, то есть мы уже, в принципе, все обсудили, уже кучу вариантов мы это делали. Давайте, чтобы и ваше время сэкономить, и мне все-таки надо уже начинать работать. Я освободил вам таблицу, график фокус-группы июнь. Естественно, ну, с понедельника будем начинать, на выходных все отдыхаем, то есть брифинги с понедельника по пятницу. И, собственно, давайте, нужно на это, вообще все за этот месяц включатся все, ребята, просто все, да, но давайте, чтобы у нас была как бы нормальная накачка и поддержка, ну, вот, скажу проще, кто первый включается, тем будет интереснее, веселее, легче, потому что, допустим, сейчас мы включаем с следующей недели только 3 спикеров, ну, с понедельника, да, с 3, когда это, да? Да, с 3 числа. Ребята, вот 3 спикеров мы включаем в понедельник. Через неделю, ну или может быстрее, посмотрим по факту. Да, то есть наша задача еще и наполнение групп. Смысл, чтобы было 20 спикеров и 11 приглашенных. Нет, смысла в этом нет. Мы лучше больше тогда фокусируемся на наполнении. Когда спикеры уже, ну скажем, загружены под завязку, мы запускаем новых спикеров. И всех людей лишних к новым спикерам, да, вот по такому принципу. Поэтому на первом этапе 3 спикера, причем я даже могу, ну, в идеале, конечно, сразу, чтобы стартовали 2 встречи в день, в идеале, да, но пока мы вот в таком режиме, учитывая, что спикеров больше, мы можем, в принципе, даже договориться, что каждый спикер пока делает 1 встречу в день. Какой вариант более предпочтительный? Ну, наверное, 1, потому что интенсив идет же еще со своими людьми работаете. Ну, я об этом и говорю, да, поэтому мы запускаем 3 спикера. То есть в отличие теперь от прошлой недели у нас будет 3 брифинга. На прошлой неделе я 1 проводил только 2 брифинга. На этой неделе, на следующей неделе 3 спикера будут проводить по 1 часу. Время сейчас мы заполним. Естественно, суммарно это будет 3 брифинга. Задача всех остальных, напоминаю, наполнять эти брифинги. Первой линии включаем во что наполнять эти брифинги. Новичков, которые получаем на брифингах, оплачивают. Включаем во что наполнять эти брифинги. Все очень просто. Вот на этом мы начнем расти. Значит, спикер номер 1, я понял, да, Анна Шушпанникова. Ой, Анна. Михаил, можно такой вопрос один, да? Вот текст какой-то, ребят, или как-то можно взять, потому что мне немножко, я уже 2 дня учусь, как вообще представлять все остальное, и вот все даже это есть смотрю в все, рабочих которые группах. проводите вы. В чатах есть вся информация. Анна, на какое время вам удобно проводить брифинг? Ну, я вообще-то планировала для своих только людей. Какая разница? Мы же тоже будем наполнять эти встречи. На 19 Москвы. У меня есть люди, я их тоже заряжу в первой линии, чтобы они к вам на брифинг приглашали. На 19, да, по Москве. Помним, да, что надо сделать. Надо прийти сюда, сделать себе постоянную модерируемый чат в скайпе, модерируемый обязательно, чтобы вы удаляли после брифинга всех левых и освобождали комнату для следующего брифинга. Здесь вы просто делаете правая кнопка, напоминаю всем, вставить ссылку. Все, вставить ссылку, ну и сюда ссылку на ваш модерируемый чат. Ну и дальше вы просто Ctrl-C, Ctrl-V. Ссылка, время будет уже с вашей ссылкой, чтобы все остальные кандидаты наши и партнеры знали, где брать вашу ссылку. То есть просто нажимаешь, ну, как и здесь, да, нажимаешь, вот она ссылочка, да. Так, второй, кто будет проводить фокус-группы на следующей неделе, ребят? Давайте вообще, как бы, желательно добровольно, нет, буду назначать. Вообще, еще раз говорю, до конца месяца все будут проводить фокус-группы. Все, потому что моя задача практика, чтобы вы на практике это все обкатали, получили результаты и могли на практике обучить новых людей, получить результаты. Все очень просто.
Вам это, наоборот, интересней. Допустим, еще раз напоминаю, когда я был голодный и очень нуждался в деньгах, я 5 раз в день без... Ну, то есть сам все делал. Да? У меня не было там спонсора, который бы меня прокачивал, там учил бы говорить, я все методом проб и ошибок испытывал. У вас сегодня это намного проще, комфортней, ну, потому что есть человек, который этот путь уже прошел и опять показывает хорошие результаты. Кто будет второй и третий спикер? Ребят, ну давайте все, определились и погнали. У меня тоже куча задач на сегодня. Я еще не завтракал опять, уже 12 часов, уже люди нормально обедать идут. Михаил, а Жукова же проводит уже, я так понимаю, фокус-группы для своих интенсивщиков. Все, мы просто систематизируем теперь. Наталья, давайте, вы Для вторая интенсивщиков я не провожу, я провожу на команду уже много-много месяцев. Команду, да. Ну вот как раз задача, вот я хочу посмотреть, как вы проводите фокус-группы после того, как вы были у меня на фокус-группе. Да, фокус-группы однозначно поменяются, я это четко понимаю, что я неправильно проводила. Какое И я, и время вам Дмитрий. удобно? У меня Дмитрий Бурцев тоже проводит фокус-группы. Внутри своей команды вы уже разберетесь, я сейчас разбираюсь. А что сделать с теми встречами, которые идут у нас по команде? Их отменять? Почему? Пусть люди приходят. Да. Какая разница? Пусть так вы и на себя работаете, вы в любом случае работаете-то на результат. Какая вам разница? И ваши Я не могу одного понять. Вот на эти наши брифинги мы не даем это в команду, Для правильно? чего вы проводите брифинг? Подписывать людей на $600. Ну, давайте проще скажу. Правильно? Мы делаем брифинг, чтобы подписать как можно больше людей на $600. Вот проще. Ну, у нас в команде разные брифинги. У нас и по стратегии флешмоба, да, там. Мы говорим за то, чему мы учились практически месяц. Угу. Мы практически месяц учились работать и подписывать людей на 600, на 1300. Миш, я поняла. Оставить те встречи наши, которые мы проводим внутри команды, или их нужно убрать? Но это тут тоже не разорваться же, правильно? Что за встречи? Я не совсем понимаю формат этих встреч. Брифинги, обзоры системы, обзоры стратегии, которые, например... полномочия, обзоры системы, обучения, что ли? Нет. Да, делегируйте все, Наташ, делегируйте. Делегируйте полномочия. Вот Дмитрий пусть занимается этим. Так он и так занимается. Ну все, да еще людей включите. У вас вон там куча девочек, куча мальчиков. Возьмите еще так. Тебе есть ответственное задание. Вот. И вперед ставьте задачи, пусть люди выполняют. Ваша ключевая задача сейчас на этом уровне подготовка новых спикеров. Это единственное, чем вы должны сейчас заниматься. Включение новичков, это к спонсорам, там, не знаю, структурное объяснение, там, Миш, вот, допустим, команды. У вас есть же люди, которые там есть, 2, 3, 5, 10 человек. Это их работа, зачем вы на себя ее грузите? Ваша работа сейчас готовить спикеров. Это то, что даст вам денег быстрее, чем вот та работа, которой вы занимаетесь сегодня. Вот и все. Объясните тогда, вот объясните тогда, пожалуйста, вот сейчас вот, допустим, беру я тоже здесь спикерство, да, то есть вести вот эти брифинги. Да. Это мероприятие, его не отдавать в команду, только на интенсивщиков. Я правильно понимаю? Только на интенсивщиков. Люди, которые получили допуск, которые знают, как продать наставника. Если вы уверены, что люди знают, давайте в команду. Пусть команда приводит вам людей на брифинг. Какая разница? Вы же брифинг для чего запускаете в итоге? Для команды. Чтобы ваши люди, ваши команды, у кого там слабые спонсоры, либо и те, и сильные, и слабые, все подряд, чтобы они приводили людей к вам на брифинг, чтобы вы закрывали сделки и получали людей в третью, в пятую, в десятую и ниже линии. Правильно? Там брали ключевых, обучали их делать то же самое, и они пошли вам строить 20-ю, 100-ю линию. Там брали ключевых и пошли... Ну, это понятно. Мы просто работали без таблицы, у нас готовые ссылки, мы скидывали объявления, у нас это как, ну, я не знаю, презентация. Замечательно. Сейчас будет это как закрытие сделки с каждым, кто пришел. Скажите еще, пожалуйста, я так поняла, у нас единая таблица вот статистики. Вот на это данном этапе, да. Тогда зачем мы скачивали таблицы отдельно, отдавать их интенсивщикам? Вы потом начнете свою структуру вести, когда у вас там будет уже 500 человек в этой таблице, вам делать нечего.
Вы уже запускаете, вы переносите свою статистику по Ну, своим то есть партнерам. своих интенсивщиков вот учить Давайте работать, я обрисую ну, это. вот по нашей этой таблице, да? Смотрите, Наталья, если вот в таблице вот здесь сейчас находитесь вы, то люди, которые приглашают, должны заполнять вот эту таблицу, им уметь с ней работать, да, должны заполнить свои данные, ну и, естественно, они работают с этой таблицей. Когда вы отработали, да, и вы получили, не знаю, хотя бы 5 спикеров вот, за следующий месяц, да, вот ваша задача номер 1, тех людей, которых вы привели на интенсив, чтобы они вышли спикерами, да. Что вы делаете? Вы создаете, ну, за месяц, вы это сделали, Анна, Оля, Миша, Вася, Петя, понятно, что эта таблица глобально уже завалена, да. Что мы делаем? Вы берете, создаете свою таблицу, берете свои результаты, переносите в свою таблицу, и теперь в вашей таблице, ну, как вы первая. Качаете, завалили таблицу. У вас тут есть 5 спикеров, которые запустили свою фокус-группу для своей команды. Что они делают? Они берут, открывают свою таблицу, в которой он находится первый. Берет своих спикеров, свои результаты, заносит сюда и качает теперь свою таблицу. Понимаете, как это То работает? есть из этой таблицы взять свои результаты со своими людьми. Да, вы же делаете себе стартап. Вы делаете стартап, актив для наших чек-лист, вернее, кейсы для наших будущих спикеров. Мы же для чего это собираем? Чтобы были готовые кейсы для нового спикера. Новый спикер пришел, у него уже вот такие статистики, ему уже не надо доказывать, что из 25 двое, потому что он тупо открывает таблицу. На, смотри, из 3 двое, из 5 двое, из 10 двое. Ну и понятно, что надо, чтобы все-таки каждый провел 25. Есть у него 3 человека, классно, делаем следующую встречу. Есть у него 5 человек, зарегалось, классно, делаем следующую встречу. Приоритет не на 2-3 личников, не на закрытие квалификации, приоритет на 25 встреч. Это навыки, это практика, это большие результаты, которые радуют еще больше, чем просто 2 человека, правильно? Все, и это позволяет включаться человеку в бизнес. Все, он уже понимает, что если я просто продолжу делать то же самое, у меня будут еще люди, еще и еще. Потом мы ему объясним, что не надо бесконечно приглашать, а лучше вот этот навык, который ты наработал, иди сделай это со своей первой линии. Ну, дубликация. Почему? Потому что 5 человек, умеющих работать как ты, сделают больше, чем лично ты. А 10 человек сделают 20 человек, а 20 сделают 100. А 100 рабочих дадут тебе $1 000 000. Вот и вся математика, да? Поэтому мы это и делаем. И основной приоритет это 25 встреч, правильно отработанных по технологии, чтобы человек навыки закрепил, потому что если он 25 раз это сделал сам, из них 10 раз получил результат, ему надо просто взять новичка и делать то же самое. Все, то же самое. Что ему еще объяснять? Делай то же самое. Новый пришел человек, делай то же самое, но уже с новым человеком. Также делай подписные, также там теплый, холодный, также приводи людей на встречу, также продавайте спонсора, также рассказывай про систему, закрывай сделку индивидуально, и все. Все, система замкнута. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Кто вот эту идею понял? Поэтому пока вы сегодня создаем те актив, мы работаем в общей таблице, да? Когда вы уже выйдете со своими спикерами, ну вот сегодня условно в вашей команде спикер только вы. Понятное дело, вы работаете сейчас вот в этой таблице. Да? Когда в вашей команде уже будет там 5 спикеров, естественно, вы создаете уже свою таблицу. Когда у них будет 5 спикеров, они создают свою таблицу. И все, и вот на этом мы масштабируем. Скажите, пожалуйста, разницу, Миш, да. на статистику вернись, пожалуйста. Там разница готовность работать и готовность работать со статистикой. В чем разница? Не готовность, это умение работать с таблицей, чтобы он, ну, извиняюсь, не похерил вот эти данные кривыми руками. Самое простое, да? То есть то, что он свои как-то там неправильно запишет, ну, это полбеды. Если он удалит кому-то что-то, вот это уже хуже, да? То есть поэтому покажите, что если ты напортачил, нажимаешь Ctrl-Z и все отменяешь, да, не паникуешь, либо зовешь меня,
либо зовешь другого спикера, который придет и поправит то, что ты напортачил, да? Это прям первое. Второе, чтобы он вел сразу отметки, чтобы он сразу там помечал цветами своевременно, да, ложка хороша к обеду, потому что если мы проводили встречу в 7, а следующая встреча в 8, и у нас еще плюс результат, то спикер что может сказать? Ребята, вот только вот за час мы сейчас сделали еще там 30 человек условно. Клево. Кому-то еще надо объяснять, что это работает? Никому уже не надо объяснять. И вы начинаете закрывать еще больше сделок. А готовность работать? А вот готовность работать – это все. И с таблицей, и целевая аудитория, и пригласить, и касание, и продажа спонсора, больше от него ничего не требуется. Вот когда ваш человек при вас, почему я говорю, делайте вместе с ним, сам написал себе 5-10 новых контактов нашел, сам написал им голосовые сообщения. Двое отреагировали, один пришел на брифинг, одному он привел на консультацию, завел в таблицу. Все, ваш человек готов. То есть если он умеет сам все от А до Я сделать, он готов, правильно? Если он не умеет то, не умеет продать, не умеет, значит он не готов. Поэтому вы определяете готовность работать, понимаете? То есть таблица – это наш актив, да, а готовность – это его личные деловые качества. Вот и все. Отсюда мы помечаем, что да, я точно сплю спокойно, что, не знаю, там вот там Надежда Охлопкова, ну, не попортит. Да? И я ставлю единицу. И что если вдруг, не дай бог, Надежда там все-таки что-то накосячит, то спрашивать надо, ну, с меня. Да, потому что я давал доступ этому человеку. То есть я, по сути, поручился, я его учил, ну, значит, так я его учил, да. Понятно, кто это. То же самое готовность к работе. Вот самый простой вопрос, да, вот как меня продавали, это был пипец, это прям вообще пипец. Я уже даже думал просто, может, ладно, сказать, у меня технический сбой, давайте в другой раз. Ну вот просто тупо даже не хотелось начинать, да, вот как меня красиво продали, да. А это все готовность к работе, ребята. Это недопустимо, давайте проще скажем. Если мы не пропускаем вот сюда людей, которые, ну, косячат, то здесь только остаются люди, которые делают все правильно. Если остаются люди, которые делают все правильно, вы видите, насколько хорошо это начинает работать. Портится это только почему? Потому что попадают люди, которые криворуки, да, давайте, которые их не доучили, которые рано мы включили в брифинге, да. Чтобы убедиться, что он точно не криворукий, пусть при вас 5-10 раз это сделает. Пусть при вас напишет подписные, пусть при вас пригласит этих людей. Копия таблицы у вас есть? Есть. Сделали копию таблицы, так, на, заполняй. Так, у тебя человек заполнил, не знаю, на эту встречу не пришел, сказал, придет на следующую. Иди вноси правки. Так, моделируем. Человек пришел, сказал, ищу деньги, зайду 15 августа. Что будешь делать? И все, и все, пусть он покажет. Когда я это увидел, что он точно знает, что надо делать, я ему даю допуск. Когда я увидел, что он точно может пригласить людей, что он точно может там, ну, продать спонсора, он готов. Все, он готов. То есть мы определяем качество людей, которые, ну, готовность и допуск людей мы даем. Понимаете, если мы даем всем подряд, ну, скорее всего, это будет работать очень плохо. Если мы все-таки проводим каждого через интенсив, для этого же мы интенсив и делаем, чтобы на интенсиве научить и убедиться, что человек готов. А когда он готов, ну все, вопрос теперь, ну, давай работать. Ты уже все знаешь, все умеешь, давай работать. Все. Где твои встречи, где твои люди, почему сегодня не было касаний, там, не знаю, болел, отдыхал, клево, сколько касаний завтра планируешь сделать. Все, дальше держите ритм. Ну, у человека нет оправдания, что я не умею. Ну, если у него уже допуск и готовность, понимаете? У него нет, ой, я не знаю, где брать людей. Знаешь. Я не знаю, что им сказать. Знаешь. Я не знаю, как их пригласить. Знаешь. Знаешь. То есть, если ты не делаешь, нет действий, 25 встреч, да, для этого и есть вторая таблица, да, отчеты, где ты просто смотришь, развивает ли он клиентскую базу, делает ли он касание, есть отчеты, ты можешь просто зайти, я даже не знаю, вот, например, кто вот это такая,
Да? Ну, мне не надо знать. Я просто зашел в таблицу, нашел ее потом Skype в другой таблице и смотрю, у нее нет касаний. 0,0, 0,0, 0,0. Ага. Кто такая? Елена Буслаева. Вот он Skype. Иди сюда. Так, Елена Буслаева, почему у тебя нет касаний? Что мне мешает так сделать? Я не умею. Как не умеешь? Ты на интенсиве была? Иди сюда. Давай на интенсив. Все очень просто. Ты у кого была? У Софии. Ага, София, иди сюда. Почему у тебя Елена Буслаева не умеет там пригласить на встречу? Все, дальше остается только контроль. Контроль, повторение, контроль, повторение, контроль, повторение. Больше ничего делать не надо. Это дает новых лидеров, это дает новых спикеров, это начинает разгонять ваш бизнес. А вопросы на этом этапе есть? Я думаю, в принципе, все понятно, да? Наталья, на какое время вам удобно проводить брифинги? Причем, еще раз говорю, на брифинге первая ваша линия, я не Наталья, я всем говорю. Все люди, которые у вас на интенсиве, они со следующей недели начинают приглашать, ну, точнее, вы вместе с ними утром на интенсиве приглашаете людей на брифинг. Ну, к вам же, собственно, да? Ну, либо место, если уже занято. Ну, например, я не знаю, я Наталья Жукова, я пошел со своими людьми, а мне уже тут забили все. Я смотрю, вот у Ани есть еще 3 места. И мы получили приглашенных, все без проблем, мы их отдаем Ане. Какая разница? Понимаете? То есть, когда у нас есть постоянная регулярность, мы можем нашего кандидата засунуть в любого спикера. А если мы подготовили, все спикеры у нас крутые, понимаете, насколько комфортно это работать становится? То есть приходит новичок, когда бы он не поймал кандидата, 10 брифингов в день, он любому спикеру засунул, любой спикер его закрыл. Клево? Шикарно. Но это надо сделать. Это с неба не упадет, ребят. Это с неба не упадет. Хорошо, да все, в принципе, мы закрываем, сворачиваем тему. Давайте время Натальи. Третий человек, кто определяет? Какие дни, Михаил? Каждый день, кроме субботы-воскресенья. Одна встреча в день. Мне удобно 21. Хорошо, 21:00. 21:00. То же самое, сюда ссылочку, да, прикрепите свою на чат. Третий, кто будет проводить третий фокус-групп? Скайп-чат, да? Скайп-чат сделать? Скайп, да. Zoom плохо работает. Ну, может и хорошо, но мы его еще не обкатали достаточно хорошо, чтобы это было нормально. Третий, кто будет третий, ребят? Что все молчат? Все будут все равно. Сейчас мы этих 3 отработаем, заполним, там уже со среды, с пятницы запустим еще 3. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Да, вы в любом случае начнете в этом месяце проводить фокус-группы. В любом случае. Я буду приходить на каждую вашу встречу и смотреть, что вы там делаете, о чем вы там рассказываете, делать себе пометки, потом на интенсиве нашем мы будем разбирать ваши ошибки. Все, будем вас шлифовать, как алмаз. Когда мы отшлифуем... Марта сказала я. Мартавлина, да? Хорошо. Я веду запись. То есть образцы есть в чатах, попросите я еще раз. Веду. Я Рафиму написала. Ну ладно, напишите. Я не понимаю, в чем... Попало, короче. Вы все равно всем начнете проводить. Вы думаете, что 3 дня отсрочки они что-то решат? Еще 2 раза посмотрите, как делают. Мартавлина, в удобное нам время, якутское время поставить. Вы можете и 10 раз смотреть, как это делаю я. Вы можете вообще всю неделю ходить, смотреть, как это делаю я. Но пока вы не начнете это делать сами, вы не научитесь. Я поняла за свою бизнес-жизнь, там, где страшно, туда и нужно идти, там рост, действительно. Конечно, да, зона дискомфорта равна зоне роста, все очень просто. Если ты там вся жалеешь, ты не растешь. Если там страшно или там что-то не получается, делай больше. Да, некомфортно, да, неприятно, но ты растешь, через час будет уже приятно, через 2 уже начнешь удовольствие получать. Какое время? 15:00. Еще раз? 15:00. 15:00, замечательно. Все, резюмируем, ребят. Ссылочку тоже, Мартавлина, повешайте. Да, есть.
Давайте, наверное, можно местами вас поменяем, чтобы было так подряд, да? Давайте вот так, наверное, сделаем все-таки первое время, чтобы было 15:00. Как раз у нас время заканчивается. Так, ну, там уже расставите. С 3 числа начинаем. Это будет 19:00. Зелененький. 21, Михаил, у меня. Ой, да, Ага, да, всё. да, 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 21:00. А это будет 19. С одной, там Никова. Одна, две, я не вижу, Аня. Убежала. 2. 2. Шушпанникова, да? Все, ребят, тогда готовимся к следующей неделе, отдыхаем за выходные, тренируемся на кошечках. Вот, и с Да, и с понедельника начинаем, значит, уже в воскресенье, в понедельник начинаем приглашать, чтобы заполнять брифинги. Задача всех остальных. Первое, заполнять брифинги, включать вашу первую линию, для которых вы проводите интенсив в первую очередь, да, чтобы они тоже начали приводить людей на брифинги, то есть идите за выходные, покажите, объясните, расскажите, 5 раз вместе с ними сделайте. Ну, можно не обязательно за выходные, там, за понедельник, за вторник. А ваша задача включить их в процесс, чтобы они приводили 25 человек на брифинг. Каждый человек в вашей команде должен привести 25 людей на брифинг. Михаил, а нельзя ли добавить строчки в каждом дне? То есть, чтобы это было не 6 строчек, а хотя бы 10. Потому что 8 мы... не выходят, ну, как мы бы... 8 поставили, 8. Просто если 10 заходит, вы даже встречу не нажмете. 10 гостей, 10 этих, еще кто-то зайдет, просто поглядеть, и вы звонок, у вас звонок не пройдет. Не, ну а кто зайдет просто поглядеть, если эта ссылка не спускается в рабочие чаты? Здрасте, я зайду просто поглядеть. Не, ну это понятно. Это те, кто интенсивщики, я имею в виду, да? Интенсивщики. Кто-то опыта еще набираться. Вон там, я смотрю, вижу, что Дарья Лобашкова не очень рвется на брифинг. И она зайдет еще раз посмотреть, как это другие делают. Понимаете? Нет, я имею в виду кандидатов, да. 8 строчек сейчас, да? 8, да, этого достаточно. Вы же не забывайте, что у нас теперь 3 брифинга в день, то есть это 24 человека. Ну да, так хорошо. 24, а если мы сейчас еще 3 спикера добавим, то нам надо уже всей командой обеспечивать 40 человек в день, точнее 50. То есть мы уже должны будем поднажать, чтобы 50 человек, чтобы мы заполняли, потому что смысл, что у нас 30 спикеров и 5 кандидатов, смысл, это не работает. Мы спикеров учим, готовим по мере масштабирования, да. Либо там одни спикеры неделю отработали, они идут отдыхать, других спикеров там в следующую неделю они их заменяют тогда, ну, если у нас объем, допустим, тот же. Потому что вы видели по прошлой неделе, мы малым количеством людей включились, у нас уже очереди на день, на 2 дня вперед были. Понимаете, да? То есть если мы включим и новичков, и сами, и наших интенсивщиков, то, в принципе, как раз спикеры будут востребованы. Да? Михаил, такое предложение. Прописать в чат продажу мероприятия. То есть, когда, например, проводишь ты, у нас есть текстовочка, ну вот Расим ее не увидел, например, да, но текстовочка есть. Сейчас будут проводить люди с меньшим результатом, и это не Михаил Демчук. Вот нам нужна как бы простыночка, да, как продать мероприятие. Топ-лидеры MLM будут совершенно бесплатно делиться новейшей стратегией от $1-миллионера. Об этой системе еще сегодня никто не знает. Надо просто нам шаблончик, ребят, вот. Делайте шаблон, у вас за 3 дня, господи. Что, за 3 дня шаблон не сделаете? Не, сделаем. Я просто вот как раз и спросила, о чем. Ну, штук 5 шаблонов сделайте, чтобы не каталась одна заезженная фраза. А то Васю я приглашаю, Дима приглашает, и Мартавлина приглашает, и мы все одно и то же ему отправим.
Ну, тоже как-то подозрительно, да? В итоге человек вообще никому не придет. А поэтому сделайте несколько шаблонов, у вас куча времени и готовимся. Все, ребята, работаем. У вас задачи есть, у меня задачи еще больше. Включаем новичков, включаемся сами. До понедельника. Пока-пока. До свидания. Всем пока, ребята, всем успехов. Алло. Наталья, Алло. 2 секунды помолчите, 2 секунды. Хорошо, сейчас я кое-что пишу. 2 секунды.